Лучшие годы студенческие. Прекрасная пора, наполненная романтикой и беззаботностью. Первый этап взрослой жизни. 4 месяца осталось у выпускников школ, чтобы определиться с выбором будущей профессии. Пока школьники готовятся сделать первый в своей жизни взрослый шаг, важно знать, какие проблемы на рынке труда Якутии. Их две. Это расположение крупных предприятий в центральной зоне республики и дисбаланс спроса и предложения. Востребованными в нашей республике все еще остаются специальности в промышленной отрасли и здравоохранении. Дипломы по этим направлениям можно получить в средних специальных образовательных учреждениях нашего региона. Наша съемочная группа отправилась по маршруту Нижний Бестях, Алдан, Нерюнгри. Нам удалось посетить 5 техникумов и увидеть, чем сегодня живут среднеспециальные учебные заведения. Айсен Судинов управляет локомотивом по маршруту Нерюнгри-Тамот. Участок настоящий, но на тренажере, приближенном к реальности на 70%. Айсен – студент 3-го курса транспортного техникума в Нижнем Бестяхе, в 30 километрах от Якутска. Только здесь, вблизи железнодорожной станции, можно получить дипломы диспетчеров, машинистов, строителей и техников стальной артерии. Студенты-транспортники романтичной натуры. Их манит стук колес поезда, привлекает возможность путешествий, как и Айсена Судинова. Он, не отвлекая внимание от движения поезда на мониторе, отвечает на вопросы журналистов. Здесь все реально. Пути, рельсы, светофоры, искусственные мосты, все ограничения скорости. Самый главный критерий для поступления – крепкое здоровье. Абитуриенты обязательно проходят медкомиссию, ведь молодым людям предстоит тяжелая физическая работа на улице, а для управления локомотивом необходимо хорошее зрение. Кому-то предстоит работа в офисе, например, дежурным по станции, в обязанности которого входит следить за движением всех поездов в онлайн-режиме, включать светофоры и переводить стрелки. Система МПЦ и белок 950. Здесь у нас указан, отображается точный аналог станции Нижний Бестях. Это получается рабочее место, автоматизированное рабочее место дежурного по станции. То есть сюда прибывают поезда к нам на станции, и мы, получается, готовим маршруты. Среди студентов не только юноши. Ни разу не ездила на поезде Ангелина Олесова, но с детства наблюдала за строительством железной дороги, а потом и за прибытием поездов. И мечтала связать свою жизнь с организацией движения. Ей не пришлось покидать свой родной Улус после окончания школы. Ангелина из Мегина, Кангаласского района, где и получает теперь среднее специальное образование. С 10 класса я хотела работать на железнодорожном транспорте. Я раньше знала об этом учреждении и с 10 класса уже начала над ним работать. Уже необычная работа, поэтому и сразу поступила сюда. Мечтаю стать диспетчером по дежурным. Ребята, помимо основной профессии, выбирают вторую специальность. Это может быть токарь, сварщик, слесарь или водитель. Владимир Филиппов, недолго думая, выбрал творческое дополнительное занятие. Он уже умеет мастерить из железа разные детали. Его особая гордость – хомус. Только 2 из 10 на курсе могут создать его своими руками, и один из них – Владимир. Сделал и теперь учится играть. Например, хомус мы почти 2 недели делали. Это очень сложно. Это очень сложно. Если одна маленькая ошибка и вся работа полностью переделывать заново, это очень долго и очень сложно. Специальность я выбирал сам, но я хотел учиться на машиниста. Из-за того, что зарплата большая. Общежитие транспортного техникума построили в 2012 году. Оно рассчитано на 200 мест. Здесь расселены студенты по секциям, в которых по 2 комнаты с душем и туалетом. На каждом этаже кухня. Ирина Бурнашова живет в общежитии 2-й год. Родом она из Алайховского улуса, а с местом обучения ей помог определиться телеканал НВК «Саха». Кадры по телевизору и реальность. Все совпало, признается девушка. С семьей ужинали и увидела... смотрели программу НВК «Саха» и увидела. Моя мама мне сразу сказала: вот смотри. Мы сделали погромче звук и начали смотреть. Сразу же начали записывать все, записывать данные, куда звонить. Там показывали техникум? Да, показывали техникум, общежитие, какие специальности есть. Все показали, я вот увидела и сразу же
подумала, что туда я точно подам свои документы, и подала. Южная часть нашей республики говорит сама за себя. Здесь всегда теплее, чем в Якутске, как минимум на 15 градусов. Соответственно, деревья выше, кроны гуще. И, что немаловажно, для молодежи есть горнолыжные базы. Сам Алдан в большинстве своем одноэтажный, молодой и развивающийся город. Возвращаясь к цели нашей поездки, средним учреждениям в Алдане их два. Это медколледж и политехникум. Пугающие своей реальностью манекены и фантомы различных частей тела. На них тренируются студенты-медики, ориентируясь на индикаторы и лампочки. Они понимают, правильные ли движения выполняют, удалось искусственное дыхание или нет. Приподнимаем его так, чтобы пути дыхания были открыты. Закрываем нос и вдыхаем. Ждем. Еще раз. Прежде чем сделать инъекцию пациенту, многочасовое оттачивание движений на фантоме руки. На таком тренажере с легкостью нащупывается вена, что позволяет сделать внутривенный укол. Я нашел вену, придерживаю ее большим пальцем. Срезом вверх я ввожу иглу. Когда я чувствую пропасть, все, это значит, я попал в вену и ввожу. Виктория Рассоха, студентка 2-го курса, пересела с кабины машиниста крана за парту медицинского колледжа. Сама приехала из Донбасса, получила гражданство России. Признается, что переезд дал толчок начать все сначала. Виктория с ее опытом в транспортной сфере могла без труда найти работу в Алдане, но она даже не пыталась. А вот по новой профессии уже подыскивает вакансии. Так как в семье в своей постоянно оказывала медицинскую помощь своим родным, ну вот у меня муж посоветовал пойти учиться в медицинский. Мне понравилось. Люди хорошие, на севере вообще люди хорошие. Мне понравилось. С детьми ходим на лыжную базу, просто ходим, гуляем на каток, ходим в кинотеатр. В колледже готовят по 3 специальностям: акушеры, фельдшеры, медсестры и медбратья. Возраст студентов от 15 лет и выше. Почти в каждом выпуске есть возрастные студенты. Это те, кто решил стать медиком в 30 и даже 45 лет. Ребята учатся практически со всех районов нашей республики. Ребята работают практически во всех районах республики. Их с радостью берут, поскольку уровень подготовки здесь очень высокий. Уровень качества знаний действительно очень высокий в нашем колледже. Более 90% наших выпускников трудоустраиваются без проблем. Очень много на нас выходят главных врачей, заведующих отделений с разных районов, которые бронируют, что ли, так, если, может быть, слово не очень хорошее, тем не менее, ребят, для того, чтобы они приехали именно к ним. История Алданского политехнического техникума неразрывно связана с историей становления золотодобычи в Алдане. Осенью 1928 года началась государственная добыча золота шахтным способом. Новому предприятию срочно требовались геологоразведчики, горные техники, горные электромеханики. Поэтому и было принято решение открыть Алданский горный техникум. Сегодня за 3 месяца практики студенты-маркшейдеры могут заработать 200 тысяч. Другие проявляют себя в стенах учреждения. Алина Дубовицкая с начала этого учебного года работает лаборантом на полставки и получает 13 тысяч рублей. Весомые деньги для студента, признается девушка. После WorldSkills, так как я его, грубо говоря, организовала, ну, там, приготовила растворы, оборудование все приготовила, с девочками, с одногруппницами своими готовились. И после этого мне сказали: Лина, не хочешь? Я говорю: ну давайте попробую. У нас сейчас производственная практика, и поэтому я, грубо говоря, здесь и работаю, и учусь, и все это совмещаю одновременно. Михаил Ионица уверенно держит в руке гаечный ключ. Причину поломки в насосе, которую создал преподаватель, он уже нашел и устраняет. Именно такие насосы подают воду в бункер на шахте. Михаил понимает, что точность и оперативность главное для обогатителя полезных ископаемых. Занятия проходят в лаборатории, которую оборудовала компания «Полюс Алдан». Если вода побежит, что значит, прокладку пробила где-то. Подшипник начнет стучать сразу. Вот он стучит, но когда крутится, он начинает стучать. И начинает разбивать сам насос. Подшипник разбило.
лосось? Сейчас разберем все, потом будем подшипник снимать. Ну, замену будем производить подшипника. Студенты-автомеханики оттачивают практику сборки и разборки распредвала. Все свободное время они, еще будучи школьниками, проводили с отцами в гараже. Самое сложное. Ну, наверное, клапана самое сложное, сухаривать и засухаривать клапана. А как бы в основном все не очень можно разобрать. Да, в принципе, много чего в двигателе уже можно сделать. Ну, мы уже полностью разбирали, собирали. Я не знаю. Вообще неполадки сложно выявить, где именно какие? Ну, есть те, которые прям на лицо видно, то есть там их очень легко выявить. А есть, которые прям нужно тебе проводить полную диагностику, чтобы найти эти неполадки. Ну, мужчина должен быть, скажем так, отвечать за машины там и уметь просто работать с двигателем. С этим бы поспорила Полина Малина. Девушка считает, что пол в этом вопросе не принципиален. Полина совсем недавно стала мамой, ее малышу 3 месяца, но это не повод пропускать практические занятия по вождению КАМАЗа, говорит девушка. По ее словам, и колесо сможет поменять, и руль не тяжелый. Единственное, из-за небольшого роста приходится подкладывать подушку на сиденье. Она уверенно управляет КАМАЗом и знает, что ответить на предрассудки по поводу мужской работы. Ну какая разница, как бы женщина, мужчина, если разбираешься, то почему бы и нет, если тебе это легко дается. Многие женщины могут и мужчине утереть нос в этом плане. Конечно, хотелось бы, чтобы к женщинам все-таки лучше на предприятии относились. 426 человек обучаются в Нерюнгринском медколледже. 4 направления: сестринское, лечебное, акушерское дело, младшая сестра. Учиться приезжают из 20 улусов и 5 регионов страны. 70% иногородние. Если еще 5 лет назад был недобор в среднеспециальные учебные заведения, то теперь в колледже конкурс 3 человека на место. Средний балл 4,2. Оборудование в точности, как в больнице, даже современнее, признаются преподаватели. На его приобретение потратили 24 миллиона рублей. Наши выпускники, приходя уже, будут приходить это уже в ближайшее время, уже наученные на новом, на современном оборудовании, и не будут бояться заходить и работать уже в новых условиях, в современных, скажем так, а не на старых кроватях и со старым оборудованием. Поэтому я думаю, что наши будут адаптированы уже прийти в новые условия. Студенты не хотят возвращаться на малую родину, в отдаленные населенные пункты. Обучаются они на современном оборудовании, а в больницах малых наследников их ждет совсем другая реальность. Вот Александр Баянов, родом из такого села. Как и многие молодые земляки, не собирается возвращаться на родину. В планах поступление в вуз и работа в Якутске. Мой любимый предмет – это хирургия. Потому что у нас его ведет очень харизматичный преподаватель, во-первых. А во-вторых, очень много полезной информации, так же как помогать пациентам, особенно в экстренных ситуациях, что является основной профессией фельдшера скорой помощи. Оказать также помощь правильную и грамотную при артериальных кровотечениях, например, при венозных, также при переломах, как зафиксировать правильно. И транспортировка самое обязательное. Также обезболить пациента – наша главная задача. Главная задача, в общем, фельдшера – это быстро, качественно оказать помощь и грамотно. Мигалки, носилки и все оборудование, что и в настоящей карете медицины катастроф. Этот тренажер – особенная гордость Нерюнгринского колледжа. Для будущих медиков, как и сказал Александр Баянов, главное быстро и правильно принимать решения. Оборудовано всем, что находится в реанимобиле, которые выезжают на линию. Это кислородный баллон, баллон с закисью азота. Необходимая выдвигается эта каталка, на которой перевозят больных. Имеется подросток, который запрограммирован на оказание помощи при травмах, кровотечении, переломе.
Средний возраст студентов-медиков 25-26 лет. Но и так называемые возрастные студенты не редкость для медицинских колледжей. Как говорят преподаватели, врач – профессия осознанная. Поэтому сюда идут и в 58 лет. Ровно столько было старейшему студенту Ниренгринского медколледжа. Но молодые не значит, что не уверены в своем выборе. Случайных людей в здравоохранении не бывает. Как правило, они не понаслышке знают о милосердии и чувстве сопереживания. Сейчас Валентина Куличкина капризничает в роли пациента на больничной койке, точнее на высокотехнологичной кровати. Такие пока есть не в каждой больнице. А зачем? Мне нужно осмотреть ваши подмышечные впадины, чтобы не было покраснений и просыпаний. На самом деле она такой же студент, как и Раиса Бадмаева, которая отрабатывает каждый шаг общения с пациентом. По легенде, утренний обход врача. Проверяем температуру, измеряем пульс и артериальное давление. Все-таки манекен это как неодушевленный все-таки предмет, да. А с человеком это как, считаешь, как будто бы ты уже в больнице, работаешь, уже как бы представляешь себя не студентом, наверное, а уже как медицинским работником на самом деле. Во время очередной манипуляции после назначения врача медицинская сестра сказала пациенту, что его состояние безнадежно. Пациент после услышанного предпринял попытки самоубийства. Такова сегодняшняя задача по этике. Родственники написали жалобу в органы здравоохранения и подали иск о компенсации причинения морального вреда. Да? В данном случае я задаю вопрос нашим студентам. Да? То есть правомерно было медсестре давать оценку, говорить о диагнозе, то есть какой правильный ответ, правильно ли поступила в данном случае медицинская сестра. Как общаться с пациентом? Что можно говорить? Как лучше преподнести информацию о сложном диагнозе? Студенты ищут ответы на паре по этике, анализируют предложенные ситуации и правильность поступков и слов. Диагноз должен говорить только врач. Медсестра должна, наоборот, поддерживать пациента, ни в коем случае не говорить таких вещей. Южно-Якутский политехнический колледж самый большой во всей республике и самый многопрофильный. Здесь обучаются 600 студентов. Готовят специалистов для экономики всей Якутии. Это транспортники, энергетики, горняки, слесари, программисты. Особый толчок в популяризации среднего образования дал чемпионат WorldSkills. Материально-техническая база обновлена на 75% и соответствует стандартам конкурса. Как говорят в колледже, по последнему писку автоматизации. Трудно в это поверить, но Валерий Левин сидит за баранкой в динамической кабине БелАЗа в учебной студии. Карьер за окном – специальная программа, которая следит за выполнением правил дорожного движения и отклонений от маршрута. А кабина кренится при поднятии в гору и при спуске с нее. 50 часов на тренажере и можно садиться за руль настоящий. Безопасность – принципиальное правило. Ощущения, прям шикарные. И обучаться на таких намного лучше, чем просто на лекциях сидеть и изучать устно, как это все работает. Это намного лучше, потому что профессионализм уже нарабатывается сразу же, как ты уже в курсе, а не как в колледже. А не когда ты сел, пошел на работу, и тебя без опыта работы не берут. А тут уже, можно сказать, опыт работы нарабатывается сам. Прежде чем взять в руки настоящий сварочный аппарат, тренировка на компьютере, после чего бездушная машина даст самую непредвзятую оценку. Учитывается скорость введения и заполнения пространства. Интерактивный монитор. Мы зажгли дугу и подобным образом, выдерживая длину дуги, ведем сварку. Сварку можно вести в нескольких пространственных положениях. Несколько видов здесь есть, и труба, и просто стык. Соответственно, закончили сварку, завершаем тренировку, получаем необходимую оценку. Если на вопросы о желаемой зарплате студенты-медики в один голос утверждают, что это не главное, студенты-промышленники немного стесняются, но все же называют сумму, которая устроила бы их. Чтоб на жизнь, главное, хватило. Сколько это, чтобы на жизнь хватило? Сколько? 40, наверное, да? Сколько хватает? 80-90. Эти ребята точно знают, без работы они не останутся. С особенно талантливыми заключают договор на дальнейшее трудоустройство еще во время практики. Кто как себя проявит, признаются студенты. А проходят стажировку они в крупнейших промышленных компаниях – Якутуголь, Колмар, Эльгауголь, Селигдар, Золото Алдана и других. Происходит, в общем, взрыв
осыпается полезная руда, вон мы видим, как экскаватор ее убирает. Как это все выглядит под землей, мы же не увидим это все. А тут оно вот наглядно у нас все есть, как оно все выглядит. Практикоориентированность. Над этим сегодня усиленно работают во всех учреждениях среднего профессионального образования. Сегодня работодатели стали участвовать в разработке образовательных программ, которые заточены под их требования. В прошлом году у нас 7 учреждений прошли специальную подготовку командами вместе с работодателями по программе «Профи-регион», представленной Сколково. И в результате разработанные программы образовательных программ, которые были в основном по современным направлениям с применением цифровых технологий, наши учреждения уже разработали программы развития и флагманские программы, по которым уже в этом году уже обучаются студенты. 3 учреждения среднеспециального образования получат в этом году в общей сумме 112 миллионов рублей на создание 15 мастерских. Это позволит еще больше соответствовать требованиям современной экономики. По стандартам WorldSkills наша республика одна из лидеров по России. По общему охвату мы на 2-м месте, а по качеству на 4-м. Такие плоды дает работа над улучшением качества среднеспециального образования. Юлия Великодная, Григорий Хлопков, Нижний Бестях, Алдан, Нерюнгри.